Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба мы вновь собрали для вас самые важные события и тенденции вокруг Абхазии. Все, что актуально на данный момент, что касается нас прямо или косвенно, или влияет на имидж республики. Итак, начнем. Одна из самых серьезных эскалаций Израиля-палестинского конфликта, который уже называют полномасштабной войной, пожалуй, главная новость последних 3 дней. Утром 7 октября 2023 года палестинская Хамас нанесла из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Одновременно сотни боевиков прорвали линию укреплений вокруг сектора и проникли внутрь израильской территории. Порой на десятки километров, совершая массовые убийства мирных жителей и захваты заложников, практически не встречая на пути сопротивления. Эти события уже считают одним из самых страшных в истории провалов армии и разведслужб Израиля. По сегодняшнему сообщению Министерства здравоохранения Израиля, за эти 3 дня ранено было более 2300 человек, число убитых более 700 человек. Сообщается о множестве захваченных боевиками Хамас заложников, вывезенных в Газу. Среди них дети, женщины и пожилые люди. Правительство Израиля объявило, что страна находится в состоянии войны. В армию призваны десятки тысяч резервистов. На юг Газе перебрасывается бронетехника, по сектору наносятся авиаудары. Палестинские власти тоже, в свою очередь, сообщают о сотнях погибших и тысячах раненых. Нападение Хамас сравнивают с войной судного дня, поскольку оно началось в 50-ю годовщину войны 1973 года с разницей в 1 день. И потому что политическое и военное руководство Израиля, как и 50 лет назад, оказалось захвачено боевыми действиями врасплох. На этом сходство заканчивается. Однако многие эксперты отмечают, что сравнение не совсем корректно, так как война судного дня велась против арабских стран, атаковавших Израиль, и потери понесли вооруженные силы. А в первый день нынешнего нападения Хамас погибли прежде всего мирные жители. Одним из самых кровавых эпизодов стала атака на музыкальный фестиваль недалеко от Газа, где боевики убили не менее 200 человек. С сегодняшнего утра государство Израиль находится в состоянии войны, заявил в субботу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, обращаясь к гражданам. Ранее о состоянии войны впервые за десятки лет объявили израильские военные. При этом в субботу выяснилось, что ни они, ни спецслужбы, ни службы тыла к этому оказались не готовы. Война стала полной неожиданностью. В последние годы ситуация накалялась постепенно, считают эксперты. При этом всегда был какой-то конкретный повод для обострения. Но сейчас войны никто не ждал. Атаку Хамас уже называют израильским 9/11, сравнивая с террористическим нападением на США 11 сентября 2001 года. Если говорить о международной реакции, отметим, что Совет безопасности ООН не принял никакого заявления по войне между Израилем и палестинским движением Хамас по итогам закрытого заседания, сообщил постпред РФ при организации. Сообщается также, что Москва на этом заседании призвала к немедленному прекращению огня. Известно также, что все члены Совета безопасности осудили нападение Хамаса на Израиль, и с докладом о ситуации в зоне конфликта выступил спецкоординатор ООН Тор Венесланд. Американские официальные лица ожидают, что в ближайшие 24-48 часов Израиль начнет наземное вторжение в сектор Газа, пишет The Washington Post. Объединенные Арабские Эмираты считают серьезной эскалацией нападения палестинского движения Хамас на Израиль, сообщило Министерство иностранных дел этой страны. В ведомстве шокированы сообщениями о похищении израильтян. Арабские Эмираты поддерживают контакты с международными партнерами для скорейшей деэскалации в Израиле и на оккупированных палестинских территориях. Конец цитаты. Министерство призвало обеспечить полную защиту гражданскому населению в соответствии с международным правом. Как отметило ведомство, мирные жители не должны становиться объектом конфликта. МИД выразил соболезнования семьям погибших и призвал международное сообщество приложить усилия для дипломатического урегулирования. Война, которая была навязана государству Израиль в результате убийственной террористической атаки из сектора Газа, началась 7 октября 2023 года в 6:00
говорится в сообщении, распространенном в воскресенье канцелярией премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Еще накануне Израиль начал наносить массированные военные удары по сектору Газа. Согласно сообщению уже Минздрава Палестины, по состоянию на воскресный вечер в результате израильских атак погибли 370 человек и более 2000 человек получили ранения. Президент Палестины Махмуд Аббас возложил ответственность на Израиль за прекращение поставок в сектор Газа воды, электричества и продуктов питания. Это было сделано после атаки Хамаса на Израиль. Мы призываем международное сообщество немедленно вмешаться и обязать оккупационные власти выполнить свои обязательства по отношению к оккупированному народу, заявил господин Аббас. В ответ на это в США заявили, что ждут от руководства Палестины восстановления стабильности. Вашингтон безоговорочно занял сторону Израиля и пообещал ему помощь. Поддержку Израилю выразили и многие другие западные страны. Арабские страны, поддерживающие отношения с израильтянами, призвали все стороны конфликта к сдержанности. В Москве же выражают самую серьезную озабоченность резким обострением ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. В этой связи подтверждаем нашу принципиальную и последовательную позицию о том, что этот конфликт, который тянется уже 75 лет, не имеет силового решения и может быть урегулирован исключительно политико-дипломатическими средствами, говорится в официальном комментарии МИД России. Далее отмечается, что нынешнюю масштабную эскалацию обстановки расценивают в Москве как очередную крайне опасное проявление замкнутого круга насилия, являющееся прямым следствием хронического невыполнения соответствующих резолюций ООН и ее Совета Безопасности и фактического блокирования Западом работы Ближневосточного квартета международных посредников в составе России, США, Евросоюза и ООН. Призываем палестинскую и израильскую стороны к немедленному прекращению огня, отказу от насилия, проявлению необходимой сдержанности и налаживанию при содействии международного сообщества переговорного процесса, нацеленного на установление всеобъемлющего, прочного и столь долгожданного мира на Ближнем Востоке, говорится в сообщении ведомства. Обсудить возможные причины и последствия эскалации этого конфликта мы решили с политологом Николаем Трапш. Здравствуйте, Николай. Рада вас приветствовать. Здравствуйте. Николай, сегодня мы хотим поговорить о теме, которая, я думаю, что взбудоражила за эти только 3 дня прошло, но это уже главная чуть ли тема всех новостных лент. Откроешь Google первый, даже если ты пытаешься избегать этой темы, она обязательно тебя настигнет, и ты узнаешь, что происходит. Естественно, я имею в виду палестино-израильский конфликт и эскалацию, да, то, что уже в Израиле это уже даже называют войной, да, то есть такие вот называют там 11 сентября, различные есть такие вот заголовки. Скажите, пожалуйста, как вам кажется, в связи с чем произошла вот эта эскалация? На самом деле, мне кажется, что эта эскалация произошла ровно потому, что весь мир сейчас находится в турбулентном состоянии. Традиционные механизмы регулирования, они уже не работают. А конфликты, которые существовали в течение многих десятилетий, они сохраняются. И естественно, что пользуясь вот этой обстановкой, те, кто хочет решить эти конфликты силовым путем или просто использовать насилие для подтверждения своей точки зрения, они очень умело манипулируют массовым сознанием и подбирают моменты для того, чтобы показать свою активность. Война-то между Израилем и окружающим арабским миром, она, собственно, и не прекращалась никогда. На самом деле, просто она переходила в такую латентную, скрытую форму, когда есть теракты, есть работа как бы разведывательных служб, и есть постоянный какой-то политический диалог между совершенно разными группами влияния. И время от времени просто она переходит в горячую фазу. Сейчас момент для Хамас очень удобный был с той точки зрения, что внимание всего коллективного Запада, как главного союзника Израиля, сосредоточено на
украинском кейсе. Ну и плюс ко всему, скорее всего, Израиль погряз в своих внутренних разборках. Если мы посмотрим на заседания парламента последних лет, там на смену правительств, то есть должного внимания, как это было прежде, для подготовки, отражения, превентивной работы по террористическим угрозам явно не было. И когда сейчас говорят, что проспала разведка, на самом деле это проспало все израильское общество, которое оказалось не готово к тому, что его обороноспособность окажется под таким большим вопросом. И в результате мы получили вот ту картинку, которая сейчас есть. То есть картинку, при которой Хамас действует на территории Израиля, хоть они там некоторое время назад и отчитались о том, что они всю территорию зачистили, ну, в этом есть определенные сомнения. И мне кажется, что это конфликт, который не будет разрешен в течение там недели или полутора, то есть это достаточно затяжное действие. То есть вот, кстати, об этом хотелось бы тоже сказать, потому что за 3 дня уже называются, причем обе стороны называют цифры погибших, они довольно впечатляющие за такой довольно короткий срок, и число раненых то же самое, да, там больше 2000 погибших, обе стороны называют, и около 700, одна и 300, другая. Вот по поводу того, что это затяжной, насколько это может быть затяжным, может ли это стать полномасштабной войной, может ли пойти в ответ наступление Израиля вот на Палестину. Вот как вам кажется, вот какой-то прогноз? Ну, мне кажется, наступление Израиля на сектор Газа будет однозначно. Вопрос лишь в том, как именно это наступление будет осуществляться. Если они, вот как это сейчас мы видим на кадрах, которые появляются в информационном пространстве, просто равнять сектор Газа с землей с помощью авиационных бомбардировок, то, возможно, им удастся получить зачищенную, так сказать, разрушенную до основания часть пространства, которое представляет собой сектор Газа, ну, может быть, в течение там пары недель. Если они не будут сносить все до основания, будут проводить сухопутную операцию в условиях, когда часть инфраструктуры сохранится, то здесь могут быть разные вопросы. Мы на сегодняшний день не владеем информацией о том, каким вооружением, в каком объеме располагают боевики Хамас. И здесь сложный вопрос, если они располагают достаточно серьезными вооружениями, то это может быть сопряжено и с временными затратами и человеческими потерями для израильской армии. Плюс мы сейчас наблюдаем уже картинку движение, которое пошло на западном берегу реки Иордан, то есть еще один арабский анклав, который, несмотря на все жесткие санкции, ограничения, там все равно, пусть в меньшей силе и с меньшим масштабом, но антиизраильское движение уже проявило себя. Плюс мы до конца не знаем, какая будет позиция Хезболлы, будет ли открыт второй фронт со стороны Ливана. Вот здесь уже все гораздо сложнее, потому что Хезболла точно располагает значительными объемами вооружения, в том числе современными беспилотными летательными аппаратами. И израильской армии будет трудно воевать на два фронта. Это не значит, что она не может в этой войне выиграть, но это значит, что процесс может быть достаточно затяжным и сопряженным со значительными потерями. А потери это всегда повод для общественного недовольства и повод для того, чтобы начались какие-то внутренние конфликты. Так что здесь ситуация достаточно сложная, но я думаю, в течение нескольких дней будет очевидно. То есть если все локализуется вокруг сектора Газа, то тут как бы все сведется к тому, какую стратегию выберет Израиль. Пока, судя по масштабам бомбардировок, он выбирает первую стратегию. Но будет ли это как бы быстро, тоже большой вопрос.
А еще такой вопрос: есть ли сейчас миру на самом деле дело до того, что происходит там, или все-таки опять все сосредоточено на украинском, скажем так, вопросе, на украинском направлении? И нет ли тут никакого пространства для какой-то дипломатии? Будут ли вообще, как вам кажется, отреагирует мир на это все? Или наоборот, это будет еще больше эскалировано, еще больше напряжения создано вокруг того, что происходит там? Ну, миру, конечно, есть дело до того, что происходит в Израиле, и прежде всего его партнерам из Соединенных Штатов Америки, из Европы. Не случайно Израиль впервые за 50 лет обратился за помощью к Соединенным Штатам Америки, и помощь эту получил, в том числе и в движении американской эскадры к израильским берегам, и в перемещениях американских самолетов. Но вопрос в том, насколько это повлияет на Украину. Ну, я бы не стал идти вслед за нашими некоторыми российскими аналитиками, которые уже радостно кричат о том, что вот сейчас Украину оставят без внимания, все переключатся на Израиль, и как бы поддержка Зеленского со стороны Запада закончится. На самом деле вряд ли закончится. Другой вопрос в том, что сейчас будут большие, если конфликт затянется, и логистические, и технологические, как бы финансовые проблемы, как работать на два фронта. То есть здесь вот совсем недавно 300 тысяч снарядов вывезли, да, американских, но те, которые могли быть использованы армией обороны Израиля для своих целей. И это тоже может играть существенную роль. То есть нужно теперь будет поставки осуществлять сразу в двух направлениях, а ресурсов для этого осталось не так много. Плюс, судя по тому, что мы наблюдаем, как бы израильская армия не совсем как бы учла уроки новых как бы боевых действий, которые ведутся. То есть они упускают многие моменты, в частности, связанные с использованием беспилотников, и как бы им нужны новые как бы поставки именно обычных вооружений. И тут трудно сказать, насколько Запад сейчас будет на это способен. В любом случае, как бы, решать вопрос на Украине нужно в рамках специальной военной операции, нужно решать его самой России. А ориентироваться на то, что кто-то куда-то переключится или возникнут какие-то осложнения у тех, кто поддерживает Украину, это все равно, что сидеть и ждать у моря погоды. То есть здесь есть конкретные задачи, есть конкретные свои собственные ресурсы, и на них надо надеяться. Николай, и еще другой вопрос, который, я уверена, мысленно многие себе сами задают. Как-то такое есть ощущение, что кольцо конфликтов и войн сужается, да, то есть мы видели, что произошло в Нагорном Карабахе, мы видим сейчас, что происходит между Израилем и Палестиной, и вот я думаю, что многие задаются этот вопрос, будет ли какой-то следующий, будет ли, как вам кажется, есть вообще, то есть вот чего ожидать вот в это очень сложное вообще в мире время? Вопрос в одном, насколько быстро сложится и сложится ли вообще некий миропорядок, который будет устойчивым. Это ясно, что не Ялтинско-Потсдамская система, она уже давно была при смерти, но теперь она уже совершенно умерла. Это, естественно, не мир, основанный на правилах. Весь вопрос в том, как скоро наступит новый мир, в котором будут не обязательно новые правила, но будут какие-то рамки, за которые выходить не будут. Будут какие-то договоренности, которые будут исполняться. Сейчас сказать, что он наступит через месяц или даже через пару лет, ну, достаточно сложно. И ясно, что пока это не произойдет, обстановка будет все время турбулентной. Достаточно много конфликтов, много противоречий, и самое главное, как бы человечество растет количественно, ресурсов не прибавляется, и борьба за ресурсы, она будет сопровождаться в том числе и вооруженными конфликтами. Сейчас вот мы наблюдаем массу самых разных событий, которые происходят, скажем, в экваториальной Африке, там, на севере Африки, ну, вообще в целом на африканском континенте. И причина всего этого ресурсы. И здесь идеология, политика, это социальные процессы, все это отступает на второй план. Поэтому конфликтов будет много.
Другой вопрос в том, что те конфликты, о которых мы сейчас говорили, что ситуация с Карабахом, что ситуация с Израилем, это вещи, которые существовали достаточно давно, и их достаточно легко актуализировать. И это и было сделано. Сейчас вопрос еще и в том, как скажется израильский кейс на армяно-азербайджанском, потому что многие уже поговаривают, что если это затянется, то, соответственно, вопрос о том, насколько быстро Азербайджан будет развивать свою дальнейшую экспансию, он станет абсолютно открытым. То есть ясно, что ресурсы у него есть, никто Занзибурский коридор не отменял, и здесь у Армении на сегодняшний день, к сожалению, для армянского народа нет никаких ресурсов для того, чтобы этому противостоять. Поэтому не будет ли обострения в Закавказье, тоже зависит от того, насколько интенсивным будет конфликт ближневосточный. Он может потащить за собой, как локомотив, многие другие и свежие, и застарелые проблемы, которые скажутся на общем состоянии миропорядка. Я думаю, в Абхазии нас, конечно, больше всего интересует, как все это будет воспринято и будут ли вдохновлены заингурские наши соседи. Вот тут что бы вы могли сказать? Мне кажется, что наши заингурские соседи пока выбрали для себя достаточно оптимальную стратегию поведения. Они на самом деле никуда не спрятали свои идеи относительно территориальной целостности, но в нынешней ситуации они предпочитают растить свой экономический потенциал, улучшать свое положение, поэтому они не ведутся, естественно, на уговоры коллективного Запада, они присоединяются ни к каким санкциям, они не усиливают военную или милитаристскую какую-нибудь риторику, они ждут, они накапливают потенциал, в известном смысле, по аналогии с Россией, понятно, разница существенная, можно сказать, Грузия сосредотачивается. То есть это никого не должно вводить в заблуждение или создавать иллюзию того, что там все забыли и примирились с тем статус-кво, который есть сейчас. Тут два принципиальных вопроса. Вопрос принципиальный, нам нужно ожидать успехов России, потому что любое поражение России это автоматическое, соответственно, осложнение ситуации вокруг Абхазии. Ну и второе, я это многократно говорил и не устаю об этом говорить. Нужно извлекать уроки из того, что сейчас происходит. Понятно, что у нас ресурсов не так много, но нужно смотреть за тем, как идут современные войны, они идут уже совершенно по-другому. И опыт Армении нам в помощь, потому что Армения в 90-е годы тоже в своем противостоянии с Азербайджаном победила, но Азербайджан перестроился, обновил свою армию, сделал ее современной и в итоге добился своих результатов. Если мы будем почивать на лаврах от добытой с таким колоссальным трудом победы 30 лет назад, мы рискуем все ее плоды потерять. Так что здесь нам тоже надо сосредотачиваться. Николай, спасибо большое, что ответили на наши вопросы, нашли на это время. На этом у нас сегодня все. Будем продолжать держать руку на пульсе событий. До новых встреч в эфире.